Вопрос. Информировался Крымской новости, на такой вопрос. Вы говорите о том, что Чубаров и Джемилев не имеют права представлять крымско-татарский народ. По вашему мнению, кто должен представлять и кто будет представлять, если не они? Если можно, я скажу. Вообще-то, изначально руководит Крымская новость. сейчас. Национальным движением руководили участники национального движения, принимали решения на собраниях и толерантно, скажем, учитывая мнение всех, принимались решения и давали в руки мандаты определенным людям, там, скажем, 5 человек или 10 человек, чтобы они представляли крымско-татарский народ. Это принималось такое решение на республиканских, на всесоюзных совещаниях. Вот эти люди представляли народ в определенном месте. Но там был пункт, если кто-то из этих представителей нарушит какой-то пункт из этого наказа народа, а там было 5 пунктов, то есть он автоматически перестает быть представителем народа. Сейчас, вот, скажем, 27 сказали, да, мы список открытий, у нас есть еще это представители национального движения с тех лет, старых. Можем даже на основе вот этих вот людей собраться, принять какой-то документ и в порядке консенсуса принять обращение, составить документ и отправить в определенное место. А впоследствии потихонечку расширить, обратно перейти, во всяком случае, если Курултай и Меджлис, делегаты Курултая не будут приняты, то есть избираться нормальным образом, то мы перейдем, наверное, я говорю, мы перейдем к тому методу, который национальное движение существовало, скажем, до Курултая. Поэтому на сегодняшний этап у нас еще есть официально признатый президентом Украины 19 человек. Ну, половина из них это члены Меджлиса, где-то 8 человек, по-моему. То есть уже даже в этом направлении есть база. Если президент или Могилев, или кто-то там захочет встретиться, обговорить вопросы, пожалуйста, мы не против. Это назначение, то есть это уже договоренность с президентом, он назначил их, согласованно. Пожалуйста, пускай встречаются, мы, ветераны национального движения, не против. То есть есть два пути. Изначально есть вот это вот путь. Второй путь, это обратно собирается широким кругом. Участники действительно не просто вот вчера или там в 69-м году, в 80-м году один раз съездил в Москву, и он стал сейчас ветераном национального движения, и вчерашний Зайц сегодня стал Львом. Поэтому я в некоторых местах говорю, мне когда пишут ветеран национального движения, я говорю, извините, я не ветеран национального движения, я не хочу рядом стоять с этими зайцами. Или один раз сходил там, примерно я говорю. Так что, если я ответил на ваш вопрос, то я пополню тоже. Вот смотрите, кто будет руководить, вы задали, если заместо их, правильно? Национальные движения, когда выслали крымских татар в 1944 году, тогда началось в местах депортации сформироваться национальное движение. Уже в 1955 году национальное движение уже было принято государственными органами. Национальное движение не раз потом принято было в 1964 году представителей, которые именно предоставляли весь народ крымско-татарский. Национальное движение прием делали, как вам известно, в 1967 году и последующими годами. То есть национальное движение работает на принципе, никогда не стремясь никто из членов на карьеры или на какие-то личные интересы. А у них был интерес только общенародный и справедливый. Я, к вашему сведению, просто хочу сказать, что такое вообще национальное движение. Национальное движение
оно начинается с улицы. Вот на каждой улице были инициативники. Они выносили решения, именно вот те люди, которые собирались на этих собраниях, выносили решения, потом среди них назначались кто-то из инициативников, они собирались в городском или в сельской местности, потом дальше это уходило в районном масштабе, инициативники, там принималось, потом в областных, республиканских, а потом, уже принимая окончательное решение там, оно спускалось опять по вертикали вниз, до самой улицы. И как убедившись, что да, вот этот документ, который был принят там, поддержан всем народом, только тогда они отправлялись, понимаете, по инстанции. Вот это вот уникальность этого национального движения. В мире такого национального движения не было и в настоящее время не существует. Она сплачивала народ, она информировала, а сейчас никакой информации нету. Вот встретился он там с Могилевым. Встретился с тем. О чем говорили там, что говорилось, нигде вы не прочитаете. Теперь одну эту я вам в отношении Могилева. Слушайте, он, вот вы слышали, столько оскорбления, да, столько недоверия к этому Могилеву, да, и, по-моему, на второй день или на третий день. Вот. Они, значит, собираются и встречаются с ним. Теперь то, что касается Януковича. Тоже видели. Это явное оскорбление, что безумное решение. Это что такое? Глава государства, его называют, что он не безумное решение. Он вчера Мустафу поздравляет с днем рождения. И вы думаете, что это? Это явная игра за спиной народа. Явная игра. Иначе никак это оценить нельзя. А они дают продолжать ему спекулировать именем народа и решать судьбу народа, понимаете, от имени их. Только с этой целью это все делается.